Организатором данного форума выступили общественные организации «Интеграционный центр Про-Евразия», «Гагаузское земледельчество Кувет» и «Современное поколение». С какой целью был проведен форум, рассказал председатель общественной организации «Интеграционный центр Про-Евразия» Яланджи Николай. Мероприятие в основном посвящено проблеме референдума, который прошел год назад. И вот спустя год мы решили организовать данный форум, где рассматриваются вопросы перспективы развития гагаузской автономии, перспективы развития автономности и качества автономии. Далее мы рассматриваем вопросы насчет интеграции Молдовы в таможенный союз, либо другие интеграционные организации. Члены организации Кувет считают, что прошедший референдум должен остаться в истории Гагаузии как некое яркое событие и в дальнейшем проводиться ежегодно в феврале в форме круглых столов и обсуждений. Мы поговорили о том, что яркое событие референдум не должно исчезнуть и пропасть бесследно. И в данном случае сегодняшнее мероприятие является проявлением эха великого шума, который создал референдум 2014 года. Мне очень приятно быть сегодня на этом форуме, быть участником этого форума и слышать сегодня от первых лиц Гагаузии, от элиты политической, от других известных людей свое видение референдум, тема. Год спустя. Вызовы и перспектив. Вот сложно дать пока всеобъемлющую оценку, потому что значение всего этого мы узнаем со временем. Но самое главное, что дал, во-первых, этот референдум, он показал то, что гагаузский народ, потерявший с развалом Союза, с вот этим диким капитализмом, потерявший вот эту обобщенность, наконец-то начал ее находить, начал объединяться. Башкан Гагаузии Михаил Фармузал отметил в своем выступлении, что, проанализировав известность Гагаузии до и после референдума, пришел к выводу о том, что самое важное, что произошло, это популярность автономии во всех уровнях. Скажите, если вы проанализировали степень известности Гагаузии до референдума и после референдума, во время референдума, каждый из вас, не найдется ни одного критика, который скажет, что в информационном плане, в плане известности, ничего это Гагаузии не дало. Наоборот, Гагаузия стала известна в мире. Ее голос был услышан. Ее голос был услышан и международными структурами. Ее голос был услышан и другими государствами. И что очень важно, было огромное количество внимания, поездок делегаций в Гагаузии, которые услышали, в чем проблема. В тот же день в автономии состоялся автопробег, приуроченный годовщине референдума под флагами Гагаузии, Молдовы и России. Напомним, что референдум состоялся 2 февраля 2014 года, по итогам которого 98% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия стала независимым государством в случае утраты Молдовой суверенитета.